Добрый день, меня зовут Данилов Никита, ученик 2 класса Малградской средней школы. Мой проект — раздельный сбор отходов в классе. Я обрадовался, что 2022 год экологии в Горной Лусе. Цели и задачи проекта. Цель проекта — раздельный сбор отходов в классе для отправления на переработку. Задача проекта — изучить литературу и в сети интернет о раздельном сборе и переработку мусора. Выяснить, какие отходы образуются в классе. Участницы в акции «Сдай батарейку 2021» организовать раздельный сбор мусора в классе, отправление отходов на переработку. Ежедневно в каждой семье образуется много мусора и отходов от жизни людей, а в классе после уроков и занятий остается мусор. Можно ли его собирать, сортировать и передавать на переработку? Для этого я спланировал и провел этот проект. В проекте участвовали участники моего класса. Проблема мусора. Загрязнение мусора – это одна из главных экологических проблем мира. С каждым годом Земля все сильнее покрывается отходами, а большие площади отводятся под свалки. Именно поэтому в последнее время ученые всего мира ищут эффективный способ переработки мусора. Закончить с проектом сбора отходов в классе. Я начал проект с того, что познакомил одноклассников с проблемой мусора, утилизацией мусора, какие справляются в других странах с сортировкой мусора. Призвал одноклассников присоединиться к проекту. Мы участвовали в акции «Сдай батарейку 2021 год». Мы собрали 10 килограмм батареек. Сбор отходов в классе. Мы следили за чистотой в классе, собирали отходы в коробки. Металлический бункер, прочие отходы, копилка потерянных вещей, пакеты. Мой дневник. Отправка на переработку отходов. Мы собрали 12 банок, отправили в город Якутск. На фото моя мама. Копилка нужных вещей. Ручки, карандаши, линейки, фломастеры, клей. Мы дали хозяйкам, и остальное сдали одноклассникам. Я узнал, что в нашей школе утилизируется двумя способами. Первый — сжигают, второй — вывозят на свалку. Бытовой мусор — это серьезная экологическая проблема всего человечества, которая наносит вред здоровью. Во время проекта я понял, что в классе образуется разнообразный мусор, и можно организовать раздельный сбор
основном это бумага и учебные принадлежности. Потерянные учебные принадлежности не выбрасывать, а отдать детям. Батарейка и алюминиевые банки ввести в город и сдать в утилизацию. Научился сортировать отходы. Узнал, что в нашем городе есть пункт приема вторсырья. Заключение. Раздельный сбор мусора – полезное занятие. Поэтому дальше буду развивать свой проект. Дальнейшие задачи по проекту – найти пункт сбора бумаги, картона, чтобы получилось 16 пачек бумаги А4. Нужно одно здоровое дерево. Чтобы сохранять лес, нужно сдать макулатуру на переработку. В ходе проекта я осознал значимость охраны природы. Мы должны бережно относиться к природе, не засорять ее. Чистота начинается с нас самих, наших отношений к окружающей среде, с того места, где мы живем, работаем, учимся. Нужно ли изменить свой образ жизни? Я благодарю своей маме, что она меня поддерживала.